Көптік жалғау – окончание множественности. Значение множественности мы все знаем. Например, цветок – цветы, ученик – ученики, школьник – школьники, дом – дома. В казахском языке к словам прибавляются следующие окончания множественности: лар, лер, дар, дер, тар, тер в 3 вариантах, в зависимости на какой звук заканчивается слово. И обратите внимание, каждый вариант имеет свой твердый и мягкий варианты. К твердым словам прибавляются твердые окончания, к мягким словам прибавляются мягкие окончания. Например, возьмем слово «ата» – дедушка. Заканчивается на звук «а». Слово твердое – «ата», потому что там гласный звук «а», твердый звук «ата». Прибавляем окончание из первого варианта, а из них твердый вариант – «аталар» – дедушки. Подробно остановимся на окончаниях лар, лер. Приведем примеры. Она – мать, аналар – матери, әке – отец, әкелер. Видите, она твердое слово, поэтому прибавляем твердое окончание. Аналар. Әке мягкое слово, прибавляем мягкое окончание. Әкелер. Также балалар. Бала – ребенок, балалар – дети. Сәби – младенец, мягкое слово, прибавляем лер. Сәбилер – младенцы. Следующий вариант – дар, дер. Например, қыз – девочка, девушка, дочка. Қыздар – девушки. Сіз – вы в единственном числе в вежливой форме. Сіздер – мягкое слово, поэтому прибавляем мягкое окончание. Сіздер – вы во множественном числе в вежливой форме. Также қалам – ручка, қаламдар – твердое слово, твердое окончание. Ручки. Көл – озеро, мягкое слово. Көлдер – мягкое окончание. Көлдер – озера. Следующий вариант – тар, тер прибавляется после глухих звуков. Например, қасық, қасық, ложка, қасық. Твердое слово, қасықтар, ложки. Көлік, көлік, транспорт. Мягкое слово, көлік, көліктер, транспорты. Тас, тас, камень, тас. Твердое слово будет тастар, камни. Тес, тес, зуб. Мягкое слово тес будет во множественном числе. Тестер, зубы, тестер. Повторюсь, к твердым словам твердые окончания, к мягким словам мягкие окончания. Теперь самостоятельная работа. Прибавьте к этим словам окончание множественности и напишите в комментариях. Я обязательно проверю. Көйлек – платье, үй – дом, қаз – гусь, терезе – окно, киім – одежда. Если у вас возникли вопросы касательно данного урока, можете задать вопросы в комментариях. Я обязательно отвечу.